Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В студии Полина Вивденко. Смотрите сегодня в выпуске. 10 лет в центре жизни. Сотрудники Сосногорского МФЦ отметили юбилей отделения победой в профессиональном конкурсе. Дети при деле. Сосногорский центр занятости помогает подросткам с 14 лет устроиться на работу. И читаем Ирочева. Сосногорская центральная библиотека проводит конкурс чтецов. 29 ноября Сосногорский район отмечает день рождения. Коллектив нашей программы от всей души поздравляет с этим событием всех горожан, нижнеодесцев, воевожцев, жителей сельских населенных пунктов. Историю муниципалитета создаете вы, те, кто каждый день трудится на благо Сосногорского района, славит его своими победами, любит и учит детей любить его. Примите пожелания крепкого северного здоровья, достатка, любви и взаимопонимания в семьях, успехов в труде, мирного неба над головой. Территориальный отдел МФЦ по Сосногорску отметил 10-летний юбилей. Помимо городского многофункционального центра, в нашем районе также работают два офиса в Нижнем Одессе и Войвоже. С юбилеем сотрудников поздравила наша съемочная группа. Сосногорский территориальный отдел МФЦ открыл двери в 2013 году. Коллектив то, чем гордится учреждение. В Нижнем Одессе двое сотрудников отмечают юбилей вместе с МФЦ. Они трудятся там 10 лет. Наши сотрудники стараются помочь сосногорцам в любом интересующем им вопросе. Мы проконсультируем, подскажем, поможем. За 2022 год в МФЦ было принято порядка 50 тысяч услуг. За 10 месяцев 2023 года эта цифра составляет 44 тысячи. В среднем 4 тысячи заявлений в месяц проходит через руки наших сотрудников. Порядка 150 заявителей в день мы принимаем. Жителям района не нужно ломать голову, в какое ведомство обратиться. В МФЦ помогут в любом случае. Либо примут заявку, либо подробно проконсультируют. Список услуг многофункционального центра растет с каждым годом. Есть обновления и в этом. Ввелось СПС окошечко. Это окошечко, где все могут прийти по госуслугам. То есть помимо того, что мы принимаем обычные услуги, у нас не все соглашения есть. Например, на ту же самую постановку транспортного средства, да, она остается только через госуслуги. Мы можем здесь помочь. То есть теперь мы помогаем именно оформить такую услугу, но через госуслуги. Сотрудник Сосногорского МФЦ Ирина Денисюк в 2021 году стала одним из лучших универсальных экспертов в Республике Коми по итогам конкурса «Лучший МФЦ». За год до нее первое место в этой номинации заняла другой работник из Сосногорска – Валерия Павлюченкова. А в этом году победу завоевала Юлия Вотчель. Участникам конкурса нужно было пройти тестирование и подготовить видеоролик на тему «Лучший эксперт». Нужно предложить было какую-то идею новую для МФЦ. Я предложила СМС-оповещение заявителей о готовности документов, потому что на данный момент у нас происходят звонки, это не очень удобно заявителям. Очень сейчас часто появились мошенничества, и в избежании мошенничества, удобнее было бы произвести СМС-оповещение. В МФЦ Юлия трудится 4-й год, в Сосногорске 2-й. По словам лучшего эксперта республики, в работе ей больше всего нравится помогать людям. Когда удается решить их проблемы, это приносит искреннюю радость и дает мотивацию трудиться дальше. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский центр занятости подводит итоги работы за 2023 год. Одно из основных направлений – трудоустройство несовершеннолетних. Подработать школьники могут с 14 лет. Самый простой способ – записаться в летний трудовой отряд, который организуется на базе образовательных учреждений. Подробности далее. Трудовые отряды действуют не только в Сосногорске, но и в поселках. В этом году места также предоставили некоторые организации, работающие в сфере ЖКХ, медицинские учреждения и Центр социальной защиты населения. На труд подросткам у нас в муниципальном районе в этом году было израсходование на более 3 миллионов рублей на оплату труда детям. И более 400 человек приняли участие в летней трудовой четверти.
При официальном трудоустройстве тщательно соблюдаются все условия для несовершеннолетних работников, продолжительность смены, физическая нагрузка и тому подобное. Дети с 14 до 18 лет могут обращаться в свое образовательное учреждение либо в центр занятости с документами. Первый документ – это паспорт, самый основной, ИНН, налоговый номер, СНИЛС. Если ребенку еще не исполнилось 16 лет, значит, еще должно быть разрешение от родителей, разрешение отдела опеки. Это обязательно. В этом году трудовые отряды начали формироваться уже в марте. По словам сотрудников Центра занятости, в дальнейшем возможна организация такой подработки для подростков в течение всего года. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская центральная библиотека проводит конкурс «Читаем Рочева». Что послужило поводом литературному событию, расскажет Мария Лидовских. В следующем году исполняется 115 лет со дня рождения известного коми-писателя, уроженца села Усть-Ухта Якова Рочева. Вся жизнь и творчество его неразрывно связаны с коми-краем, где писатель родился, вырос и внес огромный вклад в развитие коми-литературы. Известен коми-писатель своей трилогии «Два друга», «Ижма волнуется», «Обновление жизни», за что получил литературную премию имени Куратова. Долгое время был главным редактором журнала «Воевов-Кодзов», член Союза писателей СССР. В 1984 году Сосногорской центральной библиотеке было присвоено имя Якова Митрофановича Рочева, и в марте месяце будет 40 лет, как учреждение носит его имя. К этим юбилейным датам наша библиотека решила провести конкурс, который называется «Читаем Рочева». В этом конкурсе может принять любой желающий. Для этого надо выбрать отрывок из произведения Якова Митрофановича Рочева и прислать его нам в виде аудио или видеоформата. Книги писателя можно найти в фондах библиотек города, района и республики. Подробное положение о конкурсе размещено в социальной сети ВКонтакте в группе Сосногорской центральной библиотеки. Также учреждение приглашает жителей нашего города на выставку «Сила традиций народов Российской Федерации», которая была организована силами читателей и сотрудников учреждения. На этой выставке представлены книги об искусстве, быте и традициях народов Российской Федерации, а также картины учащихся детской школы искусств. Кто любит фотографироваться, сделать красивое фото, действует фотозона, которая называется «Добро пожаловать». В фотозоне размещены различные предметы быта конца XIX и начала XX века. Утюг на углях, прялка, вышивка, дымковская и семеновские игрушки, хохлома. Посетить выставку можно до 12 декабря. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске продолжается спартакиада среди общеобразовательных учреждений. Она приурочена Году молодежи, объявленному главой Республики Коми. Во вторник стартовали соревнования по мини-футболу. Участие в них приняли юноши 2006-2008 годов рождения. Первый матч провели городские школы номер 3 и номер 5. Спартакиада проходит у нас по различным видам спорта. Вот у нас уже прошли соревнования по плаванию, баскетболу. Сегодня начинается мини-футбол. Также у нас запланировано проведение соревнования по волейболу и, конечно же, лыжным гонкам. Игры по мини-футболу прошли в 2 дня. Следующими в рамках спартакиады будут соревнования по волейболу среди девушек от 15 до 17 лет. Они запланированы на 4, 5 и 7 декабря. В завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни сосногорцев ждет снежная пасмурная погода со слабым ветром. Температура до минус 7 градусов. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.